Александр Александрович, что на вас повлияло, что вы стали декоратором? Вот мы знаем, что ваша мама была актрисой, папа декоратором, да? Вы знаете языки. Почему вы стали именно не переводчиком, а декоратором? Почему я стал декоратором? Потому что я сын декоратора и актрисы. И я никогда не видел себя вне театра. Театр был моей стихией с детских лет. Так вышло, и я даже не знал, что бывают другие профессии. Но потом мне пришлось расширяться, и когда я приехал во Францию, я нашел себе работу, я же эмигрировал в 1982 году, я нашел себе работу в театре, и я был востребованным, но меня тут же предложили мне преподавать историю моды в школе моды. И таким образом, вот через преподавание я вошел в мир моды. И так как я стал расширять свои коллекции, свои знания, благодаря путешествиям, книгам, потому что есть образование, есть самообразование. Никогда не забывайте. Есть люди, которые получили диплом университета, но не являются людьми образованными. Они мало прочли, мало путешествовали, мало знают. А есть люди, которые не имеют диплома университета, но они объездили весь мир, прочли сотни книг, прослушали много семинаров и становятся авторитетами. Самообразование – это очень важная стихия для каждого человека. То есть продолжайте образование до старости лет. И никогда нельзя сказать, ну я уже все прочла, что мне сейчас еще дальше изучать? Мне уже 70 лет, я все знаю. Нет. Продолжайте, потому что мир не стоит на месте, он идет вперед. Новые знания, новая информация, особенно технологии. Технологии 20 века и 21, они вообще ничего не имеют общего. То, что раньше делали скалкой и топором, теперь делают лазером, станком и голографией. Вообще есть другие совершенно формы. Это очень интересно. Я, конечно, за технологию. Я выучил языки в эмиграции. Уже позже. Уже позже. Это была необходимость. Когда живешь за границей, никто по-русски особенно не разговаривает. Поэтому для тех, кто хочет жить в мире, русский язык оказывается ненужным языком. Он только для дружеского общения, но вовсе не для профессионального. В профессиональной сфере по-русски за границей никто не разговаривает. Если вы хотите работать в театре или в кино, или на телевидении, будьте любезны говорить на чужом языке и без акцента. Потому что если вы приходите и говорите, как многие беженцы из Сирии, через пень-колода, то вас никогда близко не подпустят. И вы всегда будете просто человеком, которого мы по-русски называем чернорабочим. Очень многие иммигранты, когда они приезжают за рубеж, они становятся чернорабочими. Они занимаются такими вещами, как уход за детьми, за стариками, мытье посуды, блинчики, строительство невысокооплачиваемое, какие-то работы по электрике, по перевозке. Они, оказывается, никому не нужны, и даже если они имеют довольно серьезное высшее образование, иммиграция – это испытание. И когда вы попадаете, например, особенно если речь идет о США, если речь идет о старой Европе, если мы хотим работать, мы должны знать языки, и им должны подтвердить все наши знания и дипломы. Вот обратите внимание, как часто люди, которые приехали из бывшего СССР или из России, имеют, например, высокое медицинское образование. И здесь они очень почетные врачи и специалисты. А там они только медперсонал. Их берут только, нет, даже если они выучили, их берут только в медсестры. Они здесь имели, например, зубоврачебный кабинет, а там их только на подхвате в зубную клинику берут. Почему? Потому что их диплом не признается, язык не признается. И мало того, разрешение на работу. Разрешение на работу, как правило, связано с гражданством. Гражданство получить очень трудно. Но это вопросы скорее, знаете, административно-политические. И поэтому я всем рекомендую, если вы хотите осуществить вашу мечту, может, это мечта, а может быть, амбиция, а может быть, спор, переехать за границу, начните с изучением языка. И если вы не знаете языка, хорошо, а не просто «я понимаю».
то тогда нечего там делать. Смогли бы вы выучить татарский язык? Я знаю турецкий, это достаточно. Ну, они похожи, да. Это Из то же самое. Это то же самое, да. Это та же тюркская группа. Поэтому я понимаю по-татарски. Не могли бы вы поздороваться с нашими зрителями телеканала ТНВ на татарском языке? Я не знаю, как будет по-татарски. Исянмысыз? Исянмысыз, я знаю только насысыныз по-турецки. Но это то же самое. Похоже. Конечно. Спасибо. Вы длительное время жили в эмиграции, вас возвратили или вы сами вернулись? Нет, я свободолюбивое растение, и меня возвратить никуда нельзя. Дело в том, что я вернулся по семейным обстоятельствам. Ситуация была как бы обычная для всех людей. Я потерял мою маму, и для вхождения в наследство в России требуются процедуры размером в год. В течение года вы входите в наследство. И бумажная волокита привела к тому, что в 2003 году, это было уже 17 лет назад почти что, 16, мне предложили сразу очень интересную работу здесь, а позднее и на телевидении, на Первом канале. И, конечно, эта работа не только меня увлекла, но и порадовала. Порадовала тем, что я понял, что после долгих лет я оказался нужным у себя на родине. Это не просто для людей, потому что очень многие люди не то чтобы мечтали вернуться, но мечтали бы быть нужными. И многие, которые даже преуспели за границей, здесь как бы отрезанным ломтем считаются. Их не очень-то и признают, и не очень-то их. Знаете, ведь в России есть такой принцип: мы сами с усами. Мы считаем, что мы очень великие, а они считают, с другой стороны, что они очень великие. Гордость есть у каждого народа. В прошлом году вам исполнилось 60 лет. Это много или мало? И насколько лет вы ощущаете себя, когда занимаетесь творчеством? И по опыту это очень много, потому что я успел на 4 хороших жизни. И мою жизнь не надо размазывать тонким слоем, но это вот повод часто для дискуссий, как-то он успел. И повод для недоверия. Очень многие говорят: как он мог оформить 120 спектаклей? Так не может быть. Как он мог поработать в 35 странах? Так не может быть. Каким образом он написал там 36 книг? Так не может быть. Или почему он сделал 200 с лишним выставок? Так не может быть. Почему он знает столько языков? Так не бывает. И это вот раздражает, то, что люди не имеют. Повод для раздражения. Почему Василий все время улыбается? Он не должен так делать. Почему у него столько домов заработал? Почему у него столько квартир? Почему у него такая большая коллекция? Это раздражение вызывает. Поэтому я понял, что, например, в России очень развита зависть к чужим достижениям, которые заработаны трудом. Потому что в стране настолько развита в принципе коррупция и воровство, казнократство, что если бы я был тот, кто украл деньги на квартиру или на замок, все бы сказали: молодец, хорошо. А вот что он заработал, плохо, врет, наверное, не заработал, кто-то ему дал. То есть такое недоверие к результату творчества. Это особенность России. То есть в российских людях развито чувство зависти больше, чем чувство стремления, да? Да, вы знаете почему? Потому что я считаю, я не могу сказать ничего о татарском народе, я не знаю. Поэтому это не имеет отношения к Татарстану, мои слова. Ни в коем случае, я просто не знаю, как здесь. Может, здесь, наоборот, все очень дружелюбные. Но вот то, что я замечаю в России, это то, что люди, сейчас я вам найду хорошее слово, они, во-первых, слишком интересуются чужой, личной жизнью, благосостоянием, работами. Интернет переполнен бесконечными сообщениями. У кого какой дом, у кого какая квартира, у кого какие любовницы, у кого какие внебрачные дети. Это наша тема. Мы очень любим чужую жизнь. Как у нас в стране, так и за рубежом. Нам интересно, как живет королева английская, а нам интересно знать, как там, что там случилось в Монако, как там
живет Барак Обама, а как там живет Трамп. Про своих бы интересовались. Интересуйтесь Вот про свое. А это все у нас под 7 замками. У нас же не обсуждается личная жизнь президента априори. А она есть. Конечно. Мы не говорим. У нас не обсуждаются дома и дворцы верхушки нашего правительства. Они есть, но не обсуждаются. То есть мы хотим все время порыться в чужом имуществе, в чужой личной жизни. А свою, вот это мое мнение. Я не знаю, к сожалению или к счастью. Я не знаю, к сожалению или к счастью. Так устроен мир. В России есть свои парадигмы, то есть свои границы общества. Их надо принять. Если ты их не принимаешь, поезжай за границу. Вот это я для себя поставил как основу основ. И поэтому я совершенно не собираюсь ничего изменить, ничего усовершенствовать. Я знаю, что здесь так, а в другом месте совсем по-другому. И живу счастливо. Самое главное. Поэтому я всем советую обязательно объездить мир. Обязательно выучить языки. Обязательно пожить и поработать в других странах, чтобы было с чем сравнивать. Если у нас нету элемента сравнения в хорошую или в плохую сторону, мы никогда не поймем, ни где мы живем, ни как мы живем. А ваша программа «Модный приговор», которую вы ведете, да, на Первом канале, она о женском переодевании. Это вот подсмотренная на Западе идея или же вот в чем уникальность этого проекта в России? В той форме, в которой существует «Модный приговор», это полностью аутентичный продукт Первого канала. Я знаю автора, который придумал. Но аналогичные программы есть во всех странах мира. Просто там нет 3 судей и нету «сходите в магазин». Такого формата нет. А переодевают во всех странах мира. Там обычно одна женщина, она критикует, а другую переодевают. Причем они это делают гораздо более жестоко, чем у нас. Разница с западными заключается в том, что на Западе есть выход в нижнем белье. Говорит, мы сейчас рассмотрим вашу фигуру, раздевайтесь до трусов. Для женщины это часто унизительно. Она не готова выйти в лифчике, в трусах, показаться миллионам зрителей. Это же не купальник королевы красоты. Ее фигура несовершенна. На Западе так. И тут они начинают совершенно. Здесь у вас висит, тут у вас целлюлит, тут у вас варикоз, тут вам надо подбриться, тут вам надо подтянуть. Это жестче. Я считаю, что у нас очень гуманно. Когда нам говорят, почему вы критикуете женщину, скажете, что она полновата. Так это ласковые слова. А если она как бочка, что мы должны сказать? Мы говорим полновата. Мы же не говорим, что вы жердяйка. Но думаем иногда. Ну, это от того, что вы мало путешествовали и мало работали. Если вы путешествовали и работали, вы знали, когда у человека выступление, ему нельзя незапланированную такую на 45 минуток запульнуть. В вашем роду вы неоднократно упоминали о ваших именитых предках, да? Кого бы именно вы хотели выделить из них? Ну, я написал книгу об этом, она называется «Фамильные ценности». Там очень подробно о моих именитых предках. Поэтому я не могу сказать, что моя цель сегодня похвалиться. Но да, я считаю, что я родился в родовитой, творческой и талантливой семье. В моем роду было очень много знаменитых людей. Все они перечислены в моей книге, чтобы не быть голословным. Если сравнивать Россию с другими странами, то что вы можете сказать? Есть ли у России стремление стать одной из модных мировых столиц? Это невозможно, у нас нет текстильной промышленности. Без текстильного производства нельзя стать модным центром. У нас очень много дизайнеров в России, Да, вот. но они всегда вторичны. Это не страна моды, страна потребителей моды, как вы не понимаете. Все наши дизайнеры вторичны. Они повторяют после Дольче Габбана, после Шанель, после Диор. Они не первые, они вторичные, они все время хотят привязаться к чему-то. Вот я же здесь бывал в Казани на показах мод, говорит, надо базироваться на татарском национальном костюме. Приезжаешь там в Башкирию, надо базироваться на башкирском национальном костюме. Не всегда. Не значит, что надо забывать, но так все время никто не ходит.
Надо идти вперед, но мы не можем это сделать. Мы это никогда не сделаем в области моды. Нету тканей, нету фурнитуры, все западное. Нету собственного производства. У нас нету ни одного бренда российской моды с мировым резонансом. Точечные показы за границей – это не мировой резонанс. Ни у одного бренда нету магазина за границей. Вы не думали никогда об этом? Думала. Ни одной марки парфюмерии российской нету в магазине за границей. В duty-free ничего не представлено. Вы же летаете с самолетами. Вы приходите, там что стоит? Итальянские парфюмерии, американские парфюмерии, французские. Когда-нибудь видели, чтобы стали российские парфюмерии? Вот подумайте просто. А это и есть двигатель рекламы. Мы к этому пока еще близко даже не подошли. То есть спустя несколько лет нельзя будет говорить о русской моде вообще как таковой? Почему? О стиле русском всегда. Стиль доктор Живаго всегда в моде зимой. Стиль Анна Каренина всегда в моде. Стиль перестройка всегда в моде. Стиль гранж абшарпе всегда в моде. Но это элементы стиля, а не мода. У нас нету дизайнеров, в одежде которых ходит население. Вот что на вас российского? Перечисляйте. Ботинки кто сделал? Это Штаны кто сделал ваши? Но это не русское все. Вы ответили на вопрос. А ваши часы кто сделал? Кстати, в России. Им уже лет 60. Это бабушкины просто старые часы. Винтажные. Да. Кто сделал ваши брошки, ваш перстень? Брошка это современно. Таблетку кто сделал, в которой вы сидите? Камеру, на которой меня снимает, кто производитель? Не Россия. Аппарат, на котором меня щелкает дядька, кто производитель? Вот российский бренд. О, этот шкаф, вот это кресло, это российское. Но они не стали поп-культурой на Западе. Вот лампа российская, она не стала поп-культурой. Это винтажные ретро-вещи. 2 года назад вы предсказали исламизацию моды. Что вы можете сказать вот на сегодняшний момент? Она будет еще долго. И сейчас, конечно, будет большое явление антифеминизации. Вещи будут все более объемные, все менее подчеркивающие фигуру. И мы идем верно в этом направлении. И это, конечно, связано с объемом беженцев и количеством опасностей на западных улицах городов. Потому что никто глазами женщину не пожирал. Почему вы захотели приехать в Казань вот в рамках Action Fest? Казань очень красивый город, в очень хорошем состоянии, у вас очень чисто, аккуратно, душевное отношение к истории. И это просто моя работа, я должен ездить и путешествовать, не скрываю, зарабатывать деньги. Это моя работа. Но Казань как раз приятное место. Это культурный город с большими традициями. Это много писателей, много художников. Особенно я вспоминаю всегда Фешина, который сделал большую карьеру в США, между прочим. Опять-таки за границей. Ну, наша страна безжалостна к художникам. Смотрите, Василий Аксенов, он же здесь не задержался. Ну, да. Пример. Фешин же здесь не задержался. Из Казани, если я не ошибаюсь, была Гала Дали. Она здесь не задержалась. Мы безжалостный народ к творчеству. Нам надо, чтобы родился, потом будем вспоминать. Иди там за границей, ты нам здесь не нужен. А потом, когда ты умрешь, ты нам нужен. Ты наш родной. Ты к нам приезжай, дари нам, родственник, что у вас было. Такая система. Но это, конечно, Восток. Мы государство такое. И я уж в Татарстане не могу не сказать. Мы восточная культура. Вы находитесь в Европе. Татарстан в Европе, но это восточная культура. Не будете же отрицать. Одно из главных украшений вашего Кремля – огромная мечеть. Башенная архитектура у вас потрясающая. Это все-таки все сродни скорее минаретам и даже пагодам. Вот эти башни у вас. Это же Восток, дело тонкое.
а не Запад дело суровое. Кухня ваша – это Восток. Вам нравится наша кухня? Ну, немножко тяжелая, но я с удовольствием питаюсь. Мне нравится, что вы сохраняете культуру. Я вообще люблю людей, которые сохраняют свою культуру. Каких великих людей нашей цивилизации вы назвали бы гениями стиля и моды? Их так очень много. Но больше всего, конечно, я бы сказал, Поль Пуаре, Мариано Фортуни, Кристобаль Балансиага, Кристиан Диор, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли. Вот из тех, которые мне бросаются в глаза. К сожалению, мы должны заканчивать. У меня очень много сегодня. Я вас поняла. Поэтому я хочу вас поблагодарить за это интервью. Вы сделали очень хорошее дело. Спасибо за то, что вы мною поинтересовались. Приходите сегодня на мое выступление.